В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Самая актуальная тема сегодня – лесные пожары. По сравнению с прошлогодним пожароопасным периодом, площадь, пройденная огнем, на сегодняшнюю дату значительно меньше. Как восстанавливаются леса после пожарищ, как последствия огненной стихии сказываются на лесозаготовительной деятельности. Обо всем этом поговорим с гостем студии Андреем Михайловым, руководителем Департамента лесного хозяйства Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Андрей Егорович, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Давайте в самом начале нашей беседы расскажем, как проводится лесовосстановление в нашем регионе ежегодно и какие в целом это мероприятия. Зависит ли площадь, пройденная огнем, на эти мероприятия? У нас в Якутии в основном до 2019 года лесовосстановление было естественное, то есть леса восстановлялись естественно, и, соответственно, наши работники лесного хозяйства этому помогали. Это называется мероприятие содействия естественному возобновлению леса, то есть это минерализация почвы, то есть для того, чтобы семена проросли, нужно убрать траву, верхний такой засохший слой, да? Также убрать те факторы, которые мешают растущему подросту, молодняку расти, да? Потом в 2019 году у нас был введен в действие закон о компенсационном лесовосстановлении, то есть у нас появилось искусственное и комбинированное лесовосстановление. То есть те наши арендаторы, недропользователи в основном, да, которые убирают лес для того, чтобы раскопать месторождение, провести линии электропередач, трубопровод, газопровод. Вот эти вот лица, они должны будут сейчас восстанавливать леса на той площади, на которой они этот лес вырубили. Поэтому у нас сейчас идет комбинированное искусственное лесовосстановление, то есть они должны именно привезти саженцы и посадить их на этой площади. Но беда в том, что у нас в Якутии нет очень много лесопитомников. У нас сейчас действуют два лесопитомника. Это в Алекминском и Намском районах. Это коммерческие лесопитомники. Они, то есть, зарабатывают на этом, да? Государственных у нас испокон веков не было, потому что у нас природа такая, что леса сами себя восстанавливают. И притом восстанавливают очень неплохо. Порядка даже 10 тысяч подроста бывает на одном гектаре. А по нормативу это нужно порядка 2–2,5 тысячи штук на гектаре, да? То есть, чтобы сказать, что это покрытая лесом территория, там через 5 лет, через 10 лет проводится инвентаризация и должны быть приняты какие-то, посчитать нужно, чтобы сказать, что именно это уже лес, да? И на данный момент, как я сказал уже, лесопитомников нет. Сейчас тоже организуется лесопитомник, он хочет войти в Тор, наши кангаласы, возле кангаласов, и там будут организованы теплицы, построены, и будет выращивать порядка 10 миллионов штук саженцев. Это должно обеспечить, в частности, этих наших арендаторов этим материалом. А сейчас, конечно, этого материала недостаточно, привозится из Хабаровского края, даже из Екатеринбурга, Свердловской области, да, из Иркутской области, Красноярского края. Поэтому возникают сложности, и логистические есть сложности, и сложности там в связи привезли, потом посадить их как-то не успевают, как-то так вот. Поэтому очень сложно. И потом эти саженцы, они должны быть выращены из районированных семян, то есть те семена, которые должны быть именно подходить нашей природе. Там 20-й лесосеменной район, 15-й лесосеменной район по сосне. И поэтому тут тоже сложности есть, потому что из другого лесосеменного района, там в Красноярском крае, там может быть другой район, да, по сосне. И поэтому эти семена к нам не подходят. И именно должны быть сертификат, паспорт этого саженца, что именно они должны быть посажены по этой схеме, да.
А это вот саженцы непосредственно только деревьев или, может быть, это какие-то кустарники тоже могут подойти? Ну, в основном это происходит по главной породе и именно по ценной породе. А вот именно главными ценными породами у нас являются лиственница и сосна. Вот, поэтому именно вот их должны мы высаживать. А по площади, ну, конечно, у нас есть планы, которые должны быть ежегодно выполнены. На этот год это порядка 150 тысяч гектаров, но план по вот именно искусственному лесовосстановлению порядка 5 тысяч гектаров, а по естественному взращиванию, да, вот, которое вот должно быть, у нас план порядка 137 тысяч гектаров. Это, то есть природа сама их восстанавливает. И также содействие естественному восстановлению леса это порядка там 7 тысяч гектаров леса должно быть восстановлено. А вот после пожаров и возгораний как происходит лесовосстановление? Сколько туда требуется ресурсов в виде людей, может быть, техники, саженцев? Ну, после пожаров, конечно, должно быть проведено обследование. То есть не весь лес сгорает именно на той площади, где прошел пожар, да, поэтому называется у нас площадь, пройденная пожаром, площадь погибшая. Также гари есть у нас, на которых может быть лесовосстановление. Ну, конечно, по агрономии тоже у нас есть требования. И, конечно, на пожар, который был в прошлом году, сразу сажать тоже это неправильно. То есть должно пройти какое-то время для того, чтобы гарь ушла, зола там выветрилась и так далее. Да? Как-то там создались более благоприятные условия для того, чтобы саженцы прижились. Вот. И, как я сказал, у нас в основном естественное лесовозобновление, поэтому у нас на этих гарях происходит естественное лесовосстановление, а вот именно искусственное лесовосстановление производят именно арендаторы. То есть мы сами это не делаем. В прошлом году в Намском районе была достаточно страшная картина по лесным пожарам, и сгорела большая площадь лесов. Как там прошли восстановительные работы? Может быть, что-то еще осталось? Чем помогали? Ну да, конечно, есть у нас лесопатологическое обследование этого района, также в горном районе, вот возле села Бескёль. Ну, конечно, как показывает наше обследование, там сгорел не весь лес, все равно часть леса, там где-то треть, где-то четверть осталась живая. Поэтому там все равно это лесовосстановление произойдет, будем помогать этому, то есть производить минерализацию почвы, там, содействие естественному возобновлению леса. Ну и также будет, конечно, санитарная рубка лесов, там, где лес полностью сгорел, будет уборка. А проводятся ли какие-либо исследования по состоянию наших лесов в нашем регионе? Ну, исследования по нашей линии, конечно, особо не проводятся. Проводится вот институт биологии и криолитозона, он также у него есть свои лесоводы, и они, конечно, проводят свои исследования по этой теме, да, по теме лесов. А вот наш университет, АГАТУ, контактирует ли он с вами, например, как-то по поводу кадров? Да, конечно, у нас идет плотное взаимодействие с АГАТУ. Они готовят для нас ежегодно молодые кадры. Но дело, конечно, в том, что у нас для молодых кадров не оказывается помощь в виде там, предоставления жилья и так далее. Этого у нас нету. Также у нас низкая заработная плата. Да, она практически равна, это, как называется, минимальная заработная плата, да, МРОТу, оплата труда. Вот, поэтому специалисты, даже если приходят, они долго не держатся у нас. Ну, год-два, потом все равно как-то. И в промышленных районах, конечно, у нас тоже очень плачевная ситуация, потому что там зарплаты очень высокие, а, соответственно, в лесничестве зарплаты маленькие. Вот. Ну и потом они год-два поработали и уходят тоже к нашим арендаторам, лесопользователям, потому что там они предлагают большую зарплату.
Ну, то есть научились, там, посмотрели и ушли. Ну, как-то так. А сколько леса заготавливают в регионе? В каких регионах ведется такая деятельность? В каких районах? Угу. Ну, в основном самый лесной район это у нас Ленский. У нас там два больших арендатора. Это всем известный Алмаз, который у нас в Якутске также перерабатывает древесину вот оттуда, да, и Витимская лесная компания. Вообще у нас в республике эта отрасль не очень развита. У нас всего 14 арендаторов, из которых там половина только работает, половина не работает. Ну, причины, конечно, разные, но в основном, конечно, это тяжелая климатическая ситуация, там, отсутствие дорог лесовозных и так далее. Да? Вообще по республике у нас установленная расчетная лесосека ежегодно порядка 35 миллионов кубометров можно рубить. Из него фактически рубится всего 100 тысяч кубометров. Это очень мало. Это вот по районам как Алданский, Ленский, там Усть-Майский, Хангаласский районы есть, вот, где у нас есть арендаторы, да. В остальных районах у нас лесозаготовка ведется только гражданами, там, субъектом малого среднего предпринимательства, и то это для удовлетворения собственных нужд. Там, продажа населению, конечно, очень мала. Население рубит там для строительства домов себе, для отопления. Вот. И, как мы видим, практически возле крупных населенных пунктов уже деловой древесины там практически не осталось. Там все дальше и дальше они отъезжают, отходят от места заготовок. Андрей Егорович, напоследок хочу вас спросить, какое качество нашей древесины в целом, есть ли у нас перспективы лесозаготовки нашей выхода куда-то на другие регионы? Ну, как сказать-то, перспективы, конечно, у нас есть, перспективы есть именно по лиственнице, потому что она у нас, произрастая у нас в регионе, произрастая в очень сложных климатических условиях, набирает такую твердость, да, и поэтому она считается уникальной древесиной, и даже был такой бренд, наша древесина, там, минус 72 градуса там выдерживает, вот, поэтому даже есть экспорт у нас в Австрию, например, в Германию был экспорт именно по этой теме, да. Это, конечно, очень хорошо, радует, но дело в том, что, как я сказал уже, не развито, поддержки нету государственной, конечно, в этом деле, поэтому если бы это было бы поддержано государством и так далее, мы даже вот сейчас не можем снизить арендную плату, потому что это не налоговые платежи, и тут никаких скидок нету, хотя наши арендаторы очень просят: делайте нам скидку, приостановите, пожалуйста, взимание арендных платежей. Но мы не можем, потому что это у нас, мы не сами решаем, это именно федеральные переданные полномочия, мы их должны исполнять. Вот. Андрей Егорович, спасибо большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Желаем удачи вам в вашей деятельности. Спасибо. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.